Всё. Уважаемые коллеги, позвольте от имени Центральной предметно-методической комиссии по испанскому языку и Ассоциации испанистов России приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который организуется для школьных учителей по подготовке школьников к интеллектуальным состязаниям по испанскому языку. Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку проводится с 2015 года. Количество участников Олимпиады по испанскому языку увеличивается с каждым годом, расширяется география Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку. Если в 2018-2019 учебном году в заключительном этапе Олимпиады приняли участие 20 регионов России, то в 2019-2020 году на региональном этапе, а как вы знаете, мы не проводили заключительный этап в связи с ситуацией с пандемией. Так вот, на региональном этапе этот показатель повысился до 34 регионов, которые бы я вам хотела зачитать. Это Республика Башкортостан, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, Липецкая область, Республика Марий-Эл, Москва, Московская область, Новосибирская область, Омская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область, город Севастополь, Ставропольский край, Республика Татарстан, Тульская область, Тюменская область, Удмуртская республика, Челябинская область и Ярославская область. Если учесть, что в 2015 году у нас было всего 12 регионов представлено, включая Московскую область, Москву и Санкт-Петербург и Ленинградскую область, то нужно сказать, что этот показатель очень существенно повысился до 34 регионов в течение 5 лет. Постоянное расширение географии Олимпиады свидетельствует о возрастающем интересе школьников к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по испанскому языку и заинтересованности в преподавании испанского языка у образовательных организаций. Какая необходима нормативно-правовая база, которой пользуемся мы, как ЦПМК, и будете пользоваться вы? Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года номер 1252 и изменения, внесенные в порядок приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 года номер 249, от 17 декабря 2015 года номер 1488, от 17 ноября 2016 года номер 1435, от 29 декабря 2016 года номер 1679. Также методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по испанскому языку. Они разработаны Центральной предметно-методической комиссией, протокол заседания ЦПМК номер 16 от 10 июля 2020 года. Также приказ Министерства просвещения России номер 330 от 30.06.2020 года о внесении изменений в состав Центрально-предметных методических комиссий Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 февраля 2019 года. К нормативно-правовой базе относятся также постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года номер 16
об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/24, 3598/20, санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрировано 03.07.2020, номер 58824. В соответствии с указанным постановлением до 1 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий. Пункт 2.1. Поэтому необходимо предусмотреть при организации школьного и муниципального этапов возможность проведения Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий. Решение о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады с использованием ИКТ принимается организатором школьного и муниципального этапа Олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Организатором школьного и муниципального этапа является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Решение о проведении регионального этапа Олимпиады с использованием ИКТ принимается организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию с Министерством просвещения России. Решение о проведении заключительного этапа Олимпиады с использованием ИКТ принимается Минпросвещения России по согласованию с Роскобрнадзором. Кто принимает участие в Олимпиаде? Обучающиеся общеобразовательных организаций, а также осваивающие образовательные программы в форме самообразования или семейного образования. Учитывая специфику предмета, рекомендуется привлекать к составлению заданий, по крайней мере в качестве экспертов, и к проведению туров, особенно к проверке заданий по лингвостроноведению и письму, носителей испанского языка, представителей Института Сервантеса, если такое представительство есть в вашем городе, и других организаций, занимающихся распространением испанского языка и популяризацией культуры и науки испаноязычных стран в России. Как разрабатываются комплекты заданий? Школьный этап проводится по заданиям для 5-11 классов. Соответственно, муниципальный этап проводится по заданиям для 7-11 классов. Региональные и заключительные этапы проводятся по заданиям для 9-11 классов. При этом здесь организованы соответствующие параллели, учитывая разницу в подготовке языковой и речевой компетенциях обучающихся, целесообразно разделить участников Олимпиады на 3 возрастные группы. То есть школьный этап проводится для 5-6, 7-8, 9-11 классов. Муниципальный для 7-8, 9-11 классов.
Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады по испанскому языку проводятся с использованием единого комплекта заданий для каждой группы участников. При этом каждый комплект должен включать все виды заданий Всероссийской олимпиады. В любом случае, сроки проведения Олимпиады. Сейчас есть? Сроки проведения... Есть? Есть звук? Сроки проведения Олимпиады. Соответственно, школьный этап не позднее 1 ноября. У нас на сайте rosalimp.ru уже определены сроки проведения школьного этапа. Муниципальный этап не позднее 25 декабря, региональный этап не позднее 1 марта и заключительный этап не позднее 30 июня. Как работать с участниками с ОВЗ? Участники Олимпиады с ОВЗ и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. Что касается принципов составления олимпиадных заданий. При подготовке заданий школьного и муниципального этапов необходимо сочетать задания различного типа и уровня сложности, то есть сочетать более сложные и менее сложные задания с тем, чтобы участники Олимпиады могли выполнить хотя бы одно из них. Обеспечивать комплексный характер проверки коммуникативной компетенции участников, то есть обеспечить проведение всех конкурсов Олимпиады. Составлять задания конкурсов методически, технологически корректно. Придавать этим заданиям новизну и творческую направленность. Модель проведения школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов по испанскому языку прошла апробацию с 2015 года и доказала свою состоятельность. Ну, вот о том, что доказала свою состоятельность, здесь некоторые кадры, в частности, устного тура. Это вручение грамот советникам по образованию посольства Испании Аурелио Вильянуэва. Это победители заключительного этапа в один из годов Олимпиады, которые выиграли обучение в университете города Хаен, Испания. Так, последовательность проведения тура, школьный этап. Значит, на школьном этапе у нас присутствует 4 задания. Аудирование 20 минут, лексико-грамматический тест 30 минут, лингвостроноведческая викторина 30 минут, чтение 40 минут. Время на проведение конкурсов школьного этапа Олимпиады 2 часа 120 минут. Последовательность проведения тура муниципальный этап. Аудирование 20 минут, лексико-грамматический тест 30 минут, лингвостроноведческая викторина 30 минут, чтение 40 минут, и на муниципальном этапе добавляется новый вид задания
это креативное письмо, на которое отводится 60 минут. Время на проведение конкурсов муниципального этапа Олимпиады 3 часа, то есть 180 минут. Нужно сказать, что на каждом этапе мы вводим какой-то новый конкурс. Значит, на школьном этапе присутствует всего 4 письменных задания, на муниципальном этапе присутствует уже 5 заданий, как вы видите, включается креативное письмо, на региональном этапе добавляется устный тур, и заключительный тур проходит полностью в том же формате, в котором проводится региональный тур, то есть из письменных заданий присутствует креативное письмо и устный тур. К организации конкурсных испытаний. Все инструкции по выполнению заданий даны на русском языке. Тексты заданий можно использовать в качестве черновиков. Первое задание для школьного этапа и для регионального, оно одно и то же, в смысле не по содержанию, а по организации. Поэтому стоит 4 задания всего для школьного этапа, дробь 5. 5 заданий письменных для муниципального этапа. То есть аудирование, организация аудирования, форма аудирования, она одинакова как для школьного, так и для муниципального этапа. Одним из наиболее сложных конкурсов на Олимпиаде является аудирование, что связано с тем, что аудитивные навыки вырабатываются у школьников достаточно долго и формируются с опозданием относительно других языковых и речевых компетенций. Поэтому при составлении этого задания необходимо ориентироваться на то, что участники Олимпиады должны в основном понимать на слух выдержанное в естественном темпе сообщение повседневного, общественно-политического или бытового характера, связанного с молодежной тематикой испаноязычных стран. При этом они должны уметь выделять главную и второстепенную информацию в предъявленной им аудиозаписи. Поиск аутентичных материалов для этого задания целесообразно вести на сайтах испаноязычных радиостанций. В архивах, которых можно обнаружить различные аудиофайлы с небольшими, до 2-3 минут передачами, интервью, репортажами. При этом не следует увлекаться длительными сюжетами. Кроме того, нецелесообразно излишне усложнять задания, включать в их формулировки незнакомые или неактивные лексические единицы и выражения. Задание по аудированию обычно включает 2 части. В первой необходимо определить, верно или неверно данное высказывание, относящееся к аудиотексту. Всего 7 вопросов. Во второй части предлагается, как правило, 8 вопросов по содержанию аудиотекста с 3 вариантами ответа к ним. Необходимо непременно дать время участникам познакомиться с заданием до его прослушивания. В течение 2-3 минут они смотрят задание, листают эту страничку, а затем им предъявляется аудиотекст. Он предъявляется 2 раза. По окончании прослушивания участникам предоставляется возможность перенести ответы в бланки. Перед прослушиванием первого отрывка член жюри включает аудиозапись и дает возможность участникам прослушать самое начало аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри обращается к аудитории с вопросом: хорошо ли всем слышно?
И если в аудитории кто-то из участников говорит, что слышно плохо, значит запись регулируется, громкость звучания регулируется, устраняются все технические неполадки, влияющие на качество звучания. Сделать это нужно обязательно. После устранения неполадок аудиозапись возвращается на самое начало. Вся процедура аудирования записана на диск. Задания, также предусмотренные паузы, это все в записи и звучащий текст. Транскрипция звучащих отрывков находится у члена жюри в аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и выключает ее, услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования участники не могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса. Таким образом, аудирование, вы видите на слайде, это выполнение 15 тестовых заданий, которые даются к записи. 7 в формате верно, неверно и 8 с выбором ответа. Максимально это задание может быть оценено в 15 баллов. Далее. Содержание задания для конкурса лексико-грамматический тест. Здесь опять мы видим 4/5, то есть это задание существует в одинаковой форме для школьного и для муниципального этапа. Для школьного, где 4 письменных задания, для муниципального этапа, где 5 письменных заданий. Содержание задания для конкурса лексико-грамматический тест в первую очередь имеет целью проверку лексических и грамматических умений и навыков участников, их способности узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы испанского языка в письменном тексте, а также умение выбирать, распознавать и использовать нужные лексико-грамматические единицы, адекватные коммуникативной задаче. Эти компетенции проверяются непременно на целостных текстах, в которые при составлении задания вносятся пропуски. В целом предлагается заполнить 20 пропусков в оригинальном тексте. Участники Олимпиады должны внести в талон ответов подходящие по смыслу формы, выбрав их из предложенных вариантов. Варианты даются А, Б и С. Максимально это задание может быть оценено в 20 баллов. Значит, таким образом, аудирование будет первым заданием, лексико-грамматический тест вторым заданием. Следующее задание. Опять же, это лингвостроноведческая викторина или лингвостроноведение. Это задание также присутствует на школьном этапе и на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Поэтому вы видите опять 4/5. То есть на школьном этапе у нас 4 письменных задания, на муниципальном этапе у нас 5 письменных заданий, а лингвостроноведение, лингвостроноведческая викторина, она одинакова для того и другого этапа, в смысле не по содержанию, не по контенту, по организации и вообще по присутствию. Лингвостроноведческая викторина предусматривает выбор одного из нескольких вариантов ответов на 10 вопросов. Задание по лингвостроноведению может включать 2 части.
Первое – это история и география, в которой участникам должны быть предложены вопросы, связанные с общей географией и историей испаноязычных стран. Например, задание. Выберите город, регион или страну, которым соответствует данная перефраза «Capital de la Costa del Sol». И предлагаются варианты Аликанте, Малага, Валенсия. Это одно задание. Это по географии. И задание по истории. Выберите правившую, в скобочках, правящую, чтобы не подсказывать детям уже сразу, в Испании королевскую династию, к которой относится данный король, королева Фелипе V. Борбонес А, Абсбургос Б и Лос Савойя. То есть это задание, это уже по истории. Следующая часть по лингвостроноведческой викторине – это литература и искусство. Например, задание. То есть здесь должны содержаться вопросы, связанные с жизнью и творчеством классиков испанской литературы, испаноязычной литературы, а также музыкантов, художников, архитекторов и так далее. Задание. В какой области культуры работает или работал этот знаменитый испанец? Укажите выбранные варианты под или рядом с соответствующей цифрой в талоне ответов. Например, Педро Альмодовар. Указываются области деятельности, где он мог или может трудиться. Пинтура, музыка и сине. Вот такая организация лингвостроноведческой викторины, история, география, литература и искусство. Такой подход призван, с одной стороны, сузить сферу подготовки участников, а с другой пробудить их интерес к конкретным фактам и событиям истории и культуры испаноязычных стран. Это задание максимально может быть оценено в 10 баллов. Далее, опять же задание, которое организационно, не по содержанию, еще раз говорю, присутствует как на школьном этапе 4 письменных задания, так и на муниципальном этапе 5 письменных заданий. Конкурс чтения. Содержание задания по конкурсу чтения предполагает проверку того, в какой степени участники Олимпиады владеют рецептивными умениями и навыками содержательного анализа испанских письменных текстов различных типов, тематика которых связана с повседневной общественной и личной жизнью молодежи. При этом проверяется умение вычленить из текста основные компоненты его содержания, исключить предложенные в задании избыточные или ошибочные варианты. Задание по чтению включает 2 части. В первой части лучше всего предложить оригинальный текст актуальной, лучше молодежной тематики объемом от 1000 до 1500 знаков в зависимости от уровня сложности текста. К тексту следует приложить 5 вопросов с 3 вариантами, с 2-3 вариантами ответа на выбор. Во второй части задания необходимо предложить для чтения другой текст, другой тематики, примерно такого же объема, 1000-1500 знаков, к которому следует приложить 5 высказываний, связанных по смыслу с содержанием текста. Испытуемому необходимо выбрать вариант ответа. Верно ли данное высказывание, verdadero или ложно, или фальшо. Максимально это задание может быть оценено в 10 баллов. И далее, задание «Креативное письмо». Выбор темы для конкурса «Креативное письмо» предполагает творческое задание, ориентированное на проверку письменной речи участников, уровня их речевой культуры,
умение уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и креативно решить поставленную перед ними задачу. Одновременно проверяется умение участников анализировать прочитанное и аргументировать свою точку зрения по предложенной тематике. Традиционно это задание выглядит как необычная, оригинальная история, сказка, анекдот и так далее, которая неизменно приведет к шаблонности вписываемого участникам текста, использованию тривиальных речевых средств, в то время как это задание нацелено на проявление фантазии, оригинальности мышления, умение принимать быстрые решения в нестандартной ситуации. Например, задание. Представьте, что вы только что прочитали интересную книгу и хотите поделиться впечатлениями о прочитанного в письме к своему другу, к подруге. Кроме впечатлений или описания содержания, следует выразить свое отношение к прочитанному. Текст должен быть связанным, логически выстроенным, содержать примерно 180-200 слов для 7-8 класса и 200-220 слов для 9-11 классов, включая артикли, считаются предлоги, союзы и частицы, и должен заканчиваться фразой. Y como dice la común sentencia, más vale saber que haber. Сентенция, она, так сказать, действительно un refrán muy antiguo, что мы видим по глаголу haber. То есть креативное письмо всегда имеет какую-то заданную какую-то концовку. В этом состоит творчество, творческий подход участников Олимпиады, чтобы привязать, подготовить какой-то текст, который увяжется с этой концовкой. Оценка письменного задания должна ориентироваться на критерии, разработанные для Всероссийской Олимпиады школьников по испанскому языку. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов. Регламент проверки. Все задания оцениваются одинаково. 1 балл за каждый правильный ответ. Проверке подлежат только ответы, перенесенные в бланк ответов. Тексты заданий сдаются вместе с листами ответов, но не проверяются. Проверка письменных заданий осуществляется по ключам. Письмо. Регламент проверки. Письмо. Максимальное количество баллов 20 баллов. Как я уже сказала, что оценка письменного задания «Креативное письмо» должна производиться по критериям, разработанным для Всероссийской Олимпиады школьников по испанскому языку, которые вывешиваются на сайте. Максимальное количество баллов 20, при этом по критериям, согласно критериям, за содержание и организацию текста максимальное количество баллов – это 6. А вот за языковое оформление, куда входит лексика, грамматика, стилистика, орфография, максимально дается 14 баллов. Вся распечатка этих баллов представлена в критериях, которые, как я уже сказала, вывешиваются на сайте. Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий – школьный этап. Аудирование – 15 баллов, лексико-грамматический тест – 20 баллов, лингвостроноведческая викторина – 10 баллов, чтение – 10 баллов и максимальное количество баллов по итогам школьного этапа – 55 баллов. Максимальное количество баллов по отдельным видам заданий – муниципальный этап. Аудирование 15 баллов, лексико-грамматический тест 20 баллов, лингвостроноведческая викторина 10 баллов, чтение 10 баллов и добавленное креативное письмо 20 баллов. Всего максимальное количество баллов по итогам муниципального этапа
75 баллов. Ошибки на примере аудирования. Вот один из годов. Проанализированные ошибки мы констатируем, что с аудированием справились хорошо, тем не менее. Выявлено, вы понимаете, что аудирование это тоже выдается тест, поэтому мы проверяем аудирование по тесту. Незнание устойчивых словосочетаний, афиналис, например, выбрали «энос финалис», незнание точного лексического значения слов «агрикола», «агропекуарио», незнание правил предложного управления, здесь глаголы, здесь мы рекомендуем учебник «Справочник Поповой по глагольному управлению». Незнание времени плюсквамперфекто де субхунтиво, желательно пройти его на уроках или самостоятельно, это касается 9-11 классов муниципального этапа. То есть по аудированию уже были выяснены какие-то типичные ошибки. Да, если у вас вопросы, пожалуйста. Они должны это задать в сайте? Сейчас пока нет? Тогда я продолжаю. Результаты выполнения заданий, заключительный этап 2018-2019 года. Вам будет интересно. Это посмотреть, потому что максимальное количество набранных баллов аудирования 15, минимальное количество 10, средний балл 14. Лексико-грамматический тест. Максимальное количество набранных баллов 20, минимальное количество 10, средний балл 18. Страноведение. Максимальное количество набранных баллов 10, минимальное количество 1, видите как, и средний балл 6. Чтение. Максимальное количество 10, минимальное количество 5 и средний балл 9. И творческое письменное задание. Максимальное количество набранных баллов 20, минимальное количество набранных баллов 14, средний балл 15. Мы видим, что самые сложные задания, вероятно, оказались лингвостроноведение, где средний балл 16, да? И, вероятно, творческое письменное задание, где средний балл хоть и 15, но есть минимальное количество, когда совсем человек не справился, это 4. Анализ количества не справившихся мы можем посмотреть на следующем слайде. Участники, которые не выполнили письменные задания, региональный этап 2019-2020 года. То есть это все совсем свежее. Смотрите, 9 класс в региональном этапе, еще раз повторяю, вы знаете, что у нас не было заключительного этапа в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией. 9 класс на региональном этапе приняли участие 255 человек. Значит, не выполнили аудирование 4 человека, чтение 4 человека, лексико-грамматический тест 9 человек не выполнили, лингвостроноведение 5 человек, креативное письмо на муниципальном этапе не выполнили 71 человек. 10 класс, 208 человек приняли участие. Аудирование 1 человек не выполнил. Чтение все выполнили в 10 классе. Лексико-грамматический тест 6 человек не выполнили. Лингвостроноведение 1 человек не выполнил. Письмо 10 человек не выполнили. Участники, которые не выполнили задание регионального этапа по 11 классу, всего их было 206 человек в 11 классе, 0 человек аудирование все выполнили, чтение все выполнили, лексико-грамматический тест 1 человек не выполнил, 2 человека не выполнили страноведение и 17 человек, 11-классников, не смогли справиться с креативным письмом.
Всего из 669 участников. Вы видите, что 5 человек всего по всем классам не справились с аудированием, речь идет о региональном этапе. 4 человека не справились с чтением, лексико-грамматический тест не выполнили 16 человек, лингвостроноведение 8 и 98 человек не выполнили такое задание, как креативное письмо. То есть наибольшее затруднение участников регионального этапа вызвало креативное письмо. С этим заданием не справились по региональному этапу 2019-2020 года 14,71% учащихся. Опыт олимпиад предыдущих лет показывает, что это задание традиционно оказывается наиболее трудным для участников муниципального и регионального этапов СОЖ по испанскому языку. Поэтому я хочу, чтобы вы при подготовке школьников, участников Олимпиады обратили на это самое большое внимание. И я вас благодарю за внимание, желаю вам усердия, упорства в подготовке будущих участников олимпиадного движения и побед вашим ученикам во Всероссийской олимпиаде школьников по испанскому языку. Спасибо.